Неизвестная земля. Терра инкогнита. Мечта любого настоящего путешественника. Порой ее ищут далеко, а находят поблизости. Нам хватило полуторачасового перелета из Москвы, чтобы попасть туда. Республика Коми. Один из самых больших регионов России. Заповедный и суровый край. Настоящий рай для тех, кто умеет наслаждаться нетронутой природой. Впереди нас ждет знакомство с богатой историей, национальными традициями, легендами и тайнами этой земли. Без особого преувеличения – неизвестной земли. Был опрос в Москве и в Санкт-Петербурге. Знаете ли вы, что такое Республика Коми? Ну, вот из, условно говоря, 100 человек только 4 или 5 человек смогло что-то вспомнить, связанное с этой территорией. Там один человек вспомнил, что здесь выпускается бумага «Снегурочка», и оказалось, что это продавец канцелярских товаров. А другой человек был военным, и, видимо, здесь просто служил или еще что-то. А третий человек оказался спортсменом, альпинистом, и, видимо, просто ходил в походы или где-то что-то об этом слышал. Таким образом, мы зафиксировали ситуацию, что про Коми действительно просто ничего не знают. Знакомьтесь, Сыктывкар, столица Республики Коми. Первое, что бросается в глаза тем, кто впервые оказался здесь, это надписи на двух языках – русском и коми. Национальная самобытность себя практически ничем больше не выдает. Во всяком случае, в городской среде. Поставленный здесь недавно памятник одной из букв коми-алфавита, похожий на букву «О» с двумя точками, особой погоды не делает. Еще с советских времен тем, кто решился на путешествие по этому краю, туристические справочники подсказывали, что на его обширной территории располагаются десятки нефтяных и газовых месторождений, большое число предприятий угольной и горно-рудной промышленности. Но в наши времена здесь решили задействовать еще один ресурс, которым не менее богат этот край – красота и нетронутость здешней природы. Мы считаем, что это один из основных козырей республики. Это действительно природа, да? И сам Бог велел нам развивать это направление, и в том числе именно эко-туризм, потому что это основное богатство республики, и ее нужно и, во-первых, и сохранить, а во-вторых, использовать. Для того, чтобы красоты Республики Коми попали в поле зрения потенциальных туристов и путешественников во всем мире, здесь решили действовать системно. Сыктывкарский экофорум «Ёж», кстати, единственное ежегодное мероприятие у нас в России, посвященное природному туризму, один из серьезных шагов на этом пути. До этого в республике уже была разработана долгосрочная программа по развитию внутреннего туризма до 2020 года, и даже создана специальная корпорация для ее осуществления, причем официальные лица не побоялись во всеуслышание заявить, что отныне заинтересованы в продвижении своего региона как эко-республики Коми. Мы не случайно проводим этот форум здесь, в Коми, потому что, безусловно, республика обладает богатейшим потенциалом для развития различных видов туризма. Не только экологического, культурно-познавательный, активный вид туризма. Для участников и гостей «Ежа» форум начался с торжественного открытия, а вот для группы журналистов – с настоящего путешествия, чтобы они на собственной шкуре смогли почувствовать, чем активный отдых отличается от привычного пляжного варианта. Не обошлось и без приключений. Правда, для некоторых участников пресс-тура начались они еще днем раньше, когда в аэропорту Сыктывкара выяснилось, что багаж с личными вещами успешно потерян в Шереметьево. Но отсутствие подобающей одежды – это еще не повод отказаться от удовольствия сплавиться по заповедной реке Сысола до знаменитого и старейшего в республике села с удивительным именем Иб. Последние годы бум, взрыв. Сейчас на реках не меньше народу, чем это было в 70-е, 80-е годы прошлого века. Это говорит о том, что это направление очень востребовано и очень перспективно. А уж как распорядиться этим спросом Республика Коми, это вопрос второй, это вопрос технологий. Боюсь, что она самостоятельно, без помощи федерального центра, будет испытывать большие сложности.
Но трудностей здесь не боятся. Пример тому созданный с подачи правительства Республики Коми финно-угорский этнокультурный парк, с посещения которого, кстати, и началась экспедиция журналистов. Планируется, что когда работы здесь будут окончательно завершены, то на площади чуть больше 2 квадратных километров разместятся объекты, представляющие культуру не только народностей, населяющих Коми, но и всех входящих в финно-угорскую группу. А пока, как и положено организованным туристам, в сопровождении опытного проводника участники пресс-тура смогли познакомиться с национальной одеждой Коми, предметами быта и орудиями труда и посетили настоящее Коми-подворье. Ключевая идея, которая вот сейчас в концепции положена на развитие парка, это представление, ну, такой, как это называется, этнокультурный подиум для всех финно-угорских народов с инфраструктурой для всех событийных мероприятий, для мультимедийных возможностей, для какого-то такого творческого самовыражения. Даже если ты первый раз в жизни взял в руки весла и преодолел свой первый километр по реке, ты наверняка успеешь полюбить эти тихие берега и неброскую, но запоминающуюся красоту здешней природы. Такой сплав по реке доступен многим, но в республике Коми есть много уникальных мест, куда могут добраться только хорошо подготовленные туристы. Самое известное – это плато Мань-Пупунёр. Путешествие на плато Мань-Пупунёр сейчас составляет по времени не менее 11 дней. Вот. Из них практически все это время занимает дорога туда и обратно. В этом режиме на плато вы сможете побыть 3-4 часа, чтобы пофотографироваться, посмотреть, и пора возвращаться назад. Плато Мань-Пупунёр расположено на территории Печора-Илычского заповедника в предгорьях Северного Урала. Величественные каменные столбы, каждый высотой с 15-этажный дом, результат ветровой эрозии. 200 миллионов лет назад здесь высились горы, но жара и холод, ветер и вода выточили из них этот уникальный природный памятник, увидеть который суждено не каждому. И не только потому, что это труднодоступные места. Мань-Пупунёр находится на особо охраняемой природной территории. Экотуризм, проблемам которого посвящен нынешний Сыктывкарский форум, как раз и подразумевает посещение туристами подобных заповедников. На этом плато одна из самых-то главных достопримечательностей даже не эти столбы, а покров, мхи. А для того, чтобы сохранить их, топтать-то нельзя. Вот там должны быть экологические тропы. Вертолет приземлился, а дальше должно быть деревянный. И только определенный маршрут, как везде в мире. Под ногами долгожданная земля. Но это еще не конец маршрута и даже не короткая передышка, а настоящее испытание. Главное условие простое. Того, кто завязанными глазами не сможет пронести на весле 2 наполненные водой кружки, дальше с собой в плавание не возьмут. Такова традиция и точка. Шутка это или нет, проверить на себе никто из участников похода не решился. И поэтому, разбившись на 2 команды, с энтузиазмом взялись за дело. Наградой за чудеса эквилибра с веслами стала не победа в состязании, а призовые туристические яблоки. И финал – посвящение в настоящие байдарочники. Клянемся бросать диван и выйти из-за компьютера. Клянемся бросать диван и выйти из-за компьютера. Клянемся, клянемся, клянемся. Вот теперь По такой реке можно было бы плыть и плыть, но маршрут завершен, байдарки останутся сохнуть на берегу, а путешественников ждет впереди древнее село Иб. Это село существует первое письменное упоминание 1586 год, а чуть поселилось в наших местах со 2 века до нашей эры. И неужели такую красоту можно позволить разрушить? В республике Коми, в том числе в нашем селе, можно очень многое показать. Те экскурсии, которые я на сегодняшний день провожу, конечно, показывают 1-2% того богатства, которое мы имеем. Прогуляться по селу Иб не так уж и просто. Расположено оно на 7 холмах, включает в себя 13 деревень и протянулось вдоль берега реки Сысола на целых 15 километров. Можно заплутать.
Хорошо, что на помощь пришел экскурсовод, хотя язык не поворачивается назвать эту женщину так. Правильнее – народный экскурсовод, или даже еще точнее – экскурсовод из народа. Экскурсии, которые до этого проводились, не понравились, а те, кто знает, что у меня просто подвешен язык, и мне попросили, чтобы, ну, грубо говоря, просто иногда людям бывает не скучно меня послушать. Вот и все. Я не экскурсовод вот как таковой, просто вот в таких вот случаях, когда приезжает кто-то, кто будет задавать вопросы, ну, вот ставят тогда немножко меня. На взгляд искушенного туриста достопримечательностей в селе не так уж и много, но колорит его неповторим. Свято-Вознесенский храм, действующий женский монастырь, возведенный в честь Серафима Саровского, и даже свой историко-этнографический музей. И все же главным достоянием этих мест является не это. Я думаю, что не только в нашей республике, но и в России мало таких сел, в которых есть 10 святых источников, в которых есть на сегодняшний день действующих там 4 часовни, и в которых происходит вот этот процесс восстановления, настолько явно показывающий приверженность людей к идеям духовного своего развития. Вот. Здесь уникальная акватерритория. В окрестностях села когда-то било около 200 ключей. Еще с одной достопримечательностью, причем не только села Иб, но и всей республики Коми, мы познакомились в эколагере «Ёж», первом инфраструктурном объекте, созданном специально для любителей активного отдыха. Шанги. Наверное, самое популярное национальное угощение, с начинкой на все вкусы, с грибами и картошкой, с крупой и брусникой. Готовят их по традиции из ржаной муки и выпекают в настоящей деревенской печи. ИП, он относится, без сомнения, относится к таким вот единицам российской вот нашей территории, да, которая кардинально отличается от другого вот уклада, от той суеты, от того ритма, в котором живет большинство общества. И вот ИП, он каким-то чудесным образом может до сих пор сохранять в себе вот этот очень строгий, очень скромный и одновременно с этим очень правильный уклад жизни. Для одних экотуризм – удовольствие и отдых, для других – работа. Природный туризм делает в республике первые шаги, но даже это меняет к лучшему ситуацию с занятостью населения. В селе Иб вкусную выпечку по заказу финно-угорского этнокультурного парка готовят местные умелицы. Накануне тесто сделала, начинки сделала, все в холодильник. Утром надо, вечером еще перед сном, каждую лепешку надо раскатать ровненько, чтобы все были, чтобы одинаковые. Одному маленький достанется, другому побольше. Нет, не то. Форум еще продолжал работу, а вот журналистский пресс-тур, к сожалению, подошел к концу. Гостеприимный Ёж помог многое увидеть, но еще больше осталось для будущих путешествий. Республика Коми ждет гостей и готова поделиться с ними своей заповедной красотой. И тем, кто решится поменять отель у моря на туристическую тропу, здесь всегда посоветуют отличные места. И, конечно, если кто-то устал, если кто-то потерял немножко смысл жизни, допустим, кто-то потерял ощущение свободы, тому, конечно, нужно к нам. Потому что у нас этого всего в избытке.